В 44-м ей было 8 лет. Пакизе по-детски поняла приказ НКВДшников собирать вещи. Родители взяли с собой полмешка зерна, а она положила туда свою игрушку – кувшинчик. Мы маленькие дети были, играли, куклы, всякие вот игрушки были, играли, то мячи. А когда нас на Урал привезли, мы уже стали сразу взрослыми. Детство закончилось. Ушло в детство. Отец Пакизе был учителем. Все полки в доме были заставлены книгами. Офицер НКВД забрал себе лучшие, сложил их в отцовский портфель. Взял отцовский этот портфель, высыпал на пол, там и ручки, тетради, там журналы у него были. И вот он стоял, выбирал самые ценные книги и полный набил вот этот портфель. Потому как двигался поезд, отец, учитель-географ, быстро догадался, что везут именно на Урал. Пакизе помнит, какими грязными были вагоны. Полные вагоны людей. И негде не сесть, не встать. Ну, как скотину везли. Там, на которые вагоны везли, вот этих, всяких насекомых было. И мы обшибели. Вот что дети, тогда мать нас вывела, двоих, сестру мою и меньшую, и я, и нас обстригла. Вопреки всем лишениям, семья сохранила документы отца. Вот его диплом 1927 года. Он окончил Крымско-татарский педагогический техникум. А это Табель Зенжирлы Медресе. Отец Пакизе – один из последних выпускников этого легендарного образовательного центра, основанного в 15 веке крымским ханом. Это старейшее в Украине сохранившееся здание учебного заведения. В 44-м Гульшан было 5 лет. Помнит, как бабушка успела схватить только Коран. Когда Хайтарму показывают, я так плачу, как она Коран берет. Вот мне сейчас, я говорю, мне мурашки по спине идут, я не могу, у меня мороз идет по спине. Нас как повыталкивали, мы плачем, маленькие мы. Волнение было, хорошо помню. А Виташка только Коран взяла и вышла. Никто ничего не понимает, везде шум, везде это крики. Плач. НКВДшники выгнали людей и закрыли дома. Мать Гульшан и ее тетя с инвалидностью тайно пробрались домой и разбили окно, чтобы взять с собой хоть что-то. Мешок понабросали там и продукты, и одежду. Мы же не обутые даже, ничего, а обувь. В общем, то, что смогли собрать, успеть, вот это они взяли. Семью вывезли на Урал. Чтобы выжить, первое время ели траву, собирали на болоте ягоды и грибы. Когда на Урал привезли нас, поселили в бараках. Длинные бараки, деревянные бараки. Тротуары деревянные, везде болото кругом. Ходить невозможно. Сколько человек уходили, кто в лес по одному уходил, затаскивала их это, трясиной засасывала. Жмых собирали, кушали за конфетки. Коран 19 века прошел с семьей через все лишения. Его берегли и подклеивали как могли. Свободно перемещаться и учить родной язык им запрещали. Впервые крымско-татарский не тайно семья Гульшан услышала только после смерти Сталина. В 50 каком-то году первый раз из Ташкента, это передача была, песни крымско-татарские передавали. На радио. Сколько по радио, сколько там слез было. Они плачут, и мы плачем. Они как дети плачут, навзрыд плачут. Голос услышали свой, понимаешь? Вот. Еще одна реликвия семьи – вот это бабушкино головное покрывало – марама. В нем она была во время депортации. В ссылке бабушка и умерла. Семья Гульшан смогла вернуться в Крым только в конце 80-х. Это магнит, он независимо от тебя, душой ты, потому что здесь родились, здесь наши дедушки, прабабушки, все родственники, у меня аж мороз по спине идет. Оно не то, что ты хочешь, вот, а тебя внутри все это колышется, все это поднимается, тебя это захватывает. Шаверу Ибрагимову уже почти 90. Был подростком, когда выселяли его семью. Хорошо помнит, как запрещали брать вещи, только еду на несколько дней. У мамы забрали фонарь, вам это больше не нужно будет. Собрать детей на 3 сутки продукты берите, больше ничего не требуйте. Перед отправкой согнанных на площади или на кладбище людей могли держать под открытым небом сутки или даже 3 дня. Шавер сбежал домой в такой момент. Из всех ценных вещей взял из дома только вот эти часы, в память об отце.
Дома книга лежит, альбом лежит. Вот такой сувенир. Вот. Там золотые кольца, золотые серьги лежат. Всех не забрал, забрал только вот часы. Семью Шавера отправили в Узбекистан. Везли их 18 суток, почти без воды и еды. Люди умирали не только от болезней, но и когда на остановках пытались найти уборную. Ведь в вагонах не было и этого. Бабушка была одна. Это уже мы же заехали в Казахстан. Вот. 5 часов утра шалон остановился. Он залез под вагон, отправился. И секунд не прошел, шалон тронулся, ее вот так напополам. В депортации умирали от тифа и малярии. Питьевой воды не было, пили грязную из оросительных каналов и рисовых чеков. В сентябре мать умерла. 5 сентября мы в Бахаране, я без сознания, при смерти лежал больной. Подростков тоже заставляли работать в колхозах. Те, кому не было еще 15 лет, сами шли в батраки заработать на еду. Шавер благодарен пожилой узбечке, у которой сажал рис. Она спасла его от смерти. Меня кормили хорошо. И даже домой давали. Это бабушка. Вспоминаю, молитву читаю спокойненько. Шавер всю жизнь пытался починить часы отца, но ни один мастер так и не смог этого сделать. А вот этот Коран остается в Херсонской области. Из Бахчисарая его вывезла бабушка Альме. Когда выселяли из дома, бабушка, имея 7 детей на плечах, собрала все документы и на выходе оставила их под булыжником, большим камнем, так как не знала, куда отправлять, и чтобы в дороге не потерять документы, спрятала, когда вернется, чтобы забрать. На выходе брали то, что свято. Естественно, пытались взять хлеб и Коран. Бабушке все же удалось осуществить мечту и вернуться из Узбекистана в Крым. Там она и похоронена. Коран унаследовали внуки, которые живут в Херсонской области. В свое время они так и не смогли поселиться в Крыму, как и отец Альме. Отец всю жизнь мечтал вернуться в Крым. В 90-х годах, когда вроде бы как двери открылись, отец получил участок в городе Бахчисарай, в своем родном городе. Но построить дом ему так и не удалось. Это уже сказалось и пенсия, и возраст. Из детей 3 одна я уехала в Бахчисарай после того, как закончила Мелитопольский пединститут. Уехала в Бахчисарай преподавать украинский язык. Альме тоже пришлось уехать из Крыма из-за аннексии. Все активисты, которые непосредственно поддерживают или проводят какие-то акции, их до сих пор преследуют и выдумывают различные поводы для того, чтобы арестовать и попытаться закрыть рты инакомыслящим. Но она верит, что ее народ выживет в Крыму и сама туда еще вернется. Есть такое крымско-татарское выражение «брликте хувет» – «сила в единстве». Алексей Дорогань, Александра Сурган, Ирина Домащенко для Крым Реалии.